Если ты, в общем-то, внутренний раб, то ты будешь думать только, собственно, о собственном желудке, о том, как бы вот это вот где-то что-то свистнуть, украсть, принести, вот здесь загородиться и все остальное. Это вот такая внутренняя ущербность порождается отсутствием вот этой свободы. Но, в принципе, в профессии всегда существует этот чистый лист в журналистской профессии, потому что, в общем-то, мы пишем обо всем. И в реальности мы должны быть, в общем-то, готовы к любой ситуации, к любому информационному поводу. И писать не только о политике, но быть и специалистом, если надо будет, и в кибернетике, и в балете, разбираться в здравоохранении, где как там все устроено. И, в общем-то, наверное, единственная профессия, где ты должен иметь очень-очень широкий кругозор, ну, чтобы выжить, чтобы быть, в общем-то, стоять относительно твердо на ногах, это, в общем-то, журналистика, потому что, ну, вот такая профессия, говорить обо всем и знать. Не обязательно быть суперспециалистом, до глубины знать какой-то предмет конкретный, там, но иметь общее представление о каждой профессии ты обязан. И поэтому, в общем-то, этот белый лист, он всегда присутствует. Ты приходишь и сейчас, тем более в наш век информационных технологий, когда событие еще не произошло, а новость вышла, да, и ты должен как бы все успеть. И в этом плане, конечно же, здесь уже не до подготовки. Времени, в общем-то, нет, и приходится быть этим белым листом, в общем-то, и сам его заполнять. Может быть, страдает некое качество, зато, в общем-то, иногда, мне кажется, это даже лучше, потому что вот я обращал внимание, когда люди там готовятся специально, там кучу вопросов себе подготовили, там накидали, все, потом они заложниками своих вопросов становятся. Если ты выходишь на интервью, и у тебя уже прописанный вопрос, ты уже даже его не слушаешь, своего респондента, абсолютно не слушаешь, ты думаешь, когда же он закончит, чтобы мне перейти к другому вопросу. А когда, в общем-то, у тебя вопросы, может быть, как-то в общей массе они присутствуют в голове, но как-то они не расчленены, не упорядочены. Ты уже, в общем-то, смотришь за своим интервьюером и с ним говоришь, и как бы уже, в общем-то, на одной волне с ним находишься. С отцом меня очень много чего, в общем-то, связывало. Это может быть, ну, то, что вот такой творческий взгляд на профессию, он всегда присутствовал, и у меня тоже. И отцу в свое время как-то очень не нравилось, когда я там, ну, по молодости был, и там, думаю, как бизнесом каким-то занимался, говорил он. Он всегда говорил, если ты выбираешь профессию, без разницы какую, то должен быть, в общем-то, как бы стать профессионалом таким, чтобы о тебе говорили, с одной стороны. С другой стороны, ему всегда, вот, относительно меня, в этот период казалось, что, ну вот, он видел, что я должен, наверное, как-то больше вот пойти по каким-то гуманитарным. Он меня видел историком, я закончил ИСТФАК, да, и ему казалось, что, в общем-то, может быть, наука или что-то получится, но когда я сказал, папа, для того, чтобы наукой заниматься, у меня вот как бы аллергия на эту пыль. Но это очень, все-таки наука, это очень трудоемкий процесс. Да, то, чего он мог, я в реальности не могу. И
Я даже как-то шутил с отцом. Мы на даче в Шицкварах. И я всегда там, ну, приезжал иногда и там помогал его, но то, что он умел, я успевал, я и близко, я там через полчаса у меня спина начинала болеть, голова, еще что-то. И он говорит, ну что такое, говорит. Я говорю, папа, говорю, понимаешь, в чем проблема? Вот ты сын абхазского крестьянина, а я сын абхазского писателя. Разница есть все-таки. Ну, мама это, конечно же, безусловно, это вот как бы очаг. Мама у меня очень непубличный человек, весьма политичный, она не интересуется политикой, но она очень теплая, и все те, которые ее знают, она всю жизнь работала медсестрой в больнице, и у нее действительно золотые руки. Сейчас она на пенсии дома, но вот она всегда вот как бы от нее вот очень большое тепло веяло и веет. И очень болезненно относилась к моей профессии. И потому что ей всегда казалось, что вот, ну, говори, пиши только хорошее. Обычно наставляет меня мама и говорит. То есть она очень расстраивалась, когда что-то слышала, что вот кто-то мною недоволен, что чем-то что-то я не так написал и так далее. И в этом плане она не мой читатель. Она не мой читатель, но зато я ее сын, которого она безмерно любит. И несмотря на то, что она уже в преклонном возрасте, она всегда, вот для нее такой как бы маменький сынок, за которого она всегда будет переживать. Я вот как-то в советской школе учился, и в школе как-то вот все было достаточно четко насчет предметов, там, допустим, истории, взглядов на жизнь и так далее. И я когда закончил школу и поступил на исторический факультет Московского университета, у меня тоже вот было такое представление, что вот есть все вот как-то отлажено этот период, по крайней мере 20 век, да. И на одном из первых занятий у нас вот семинар вел Василий Иванович Злобин, отец вот Николая Злобина, тот тоже как раз у нас на факультете преподавал, он тогда еще молод был. Ну а Василий Иванович, он такой очень опытный был преподаватель, он прошел Великую Отечественную войну, и вот на одном из первых семинарских занятий, там он был преподавателем истории КПСС, он как-то сказал, ну, речь зашла о Троцком, а 85-й год, и я просто хочу напомнить, что тогда еще в учебниках Троцкий там проходил как бы чуть ли не как враг народа, то есть это вот такая линия вредительства, троцкизм и так далее, все это еще присутствовало, хотя не в том объеме, в котором там, допустим, в 30-х, 40-х годах, но тем не менее Троцкий, в общем-то, отрицательный такой персонаж был, и он как-то сказал, ну, знаете, Троцкий, в общем-то, практически мало чем отличался от Ленина. То есть Ленин вот такой человек, который не имеет никаких пятен тогда. То есть это вот как бы создатель этого государства. Да, это для меня вот такой культурный шок был. Да, потом, наверное, вот я как-то призадумался, наверное, вот в общем-то не надо быть вот в отношении каких-то фактов быть очень уверенным. И надо, наверное, в общем-то, как-то намного лучше изучать ситуацию, понимать, что происходит или происходило, и уж под конец делать какие-то выводы. Но эти выводы тоже, они должны быть как бы не совсем так сказал я и на Алхашиге, здесь, мол, все. И мне море по колено. Только сомнение, она всегда должна быть присутствовать, тем более еще в нашей профессии. Я писал всегда, наверное, то, чего хотел. Хотя, в общем-то, какой-то период я работал там в конце 90-х, в начале 2000-х.
работал там в государственном агентстве, Апснепресс работал. И тогда директором, кстати, агентства был мой брат Руслан Хашик. И у нас были действительно очень сложные там какие-то баталии были там, чтобы какой-то вот как бы вот это, дать материал там в агентство. И мы спорили так или иначе, но я как-то все равно старался как бы доказать свое и, в общем-то, настоять на своем. Я периодически как бы думаю, вот все ли я там, что я там писал и так далее, стыдно ли мне за какой-то материал. В общем-то, в реальности мне не стыдно, я не брал никогда ни за один материал деньги. Ну, то есть, кроме того обычного там гонорара, если ты работаешь там на кого-то, ты получаешь дежурный гонорар, это да. Вот так, чтобы у кого-то там брал деньги, я не писал по чьим-то, то есть рекомендациями я тоже никогда не писал. Да, ошибался, но все мои ошибки это были, наверное, искренние, то есть и ошибки. И с другой стороны, написал свое имя, да, это в агентстве там или где-то еще ты, ну, условно говоря, ты можешь не написать, там бывают там, в общем-то, вот без фамилии, без имени, без фамилии. Но если ты уже где-то подписал там свое имя, в общем-то, это должно быть тебе как бы, ты за это несешь ответственность. Было бы, наверное, стыдно, если это было бы халтура. Вот халтуру я не гнал. Я вот ушел с агентства, это было вот как-то очень быстро как-то произошло. Никуда, что ли? Ну да, в реальности я ушел не в никуда, это был 2004 год, начало мая было. Я тогда был замдиректором агентства, ушел, а потом уже ровно через месяц я создал газету «Чегемская правда». Было очень тяжело, потому что вот всем тогда казалось, что эту газету кто-то вообще финансирует. И все, каждый номер были какие-то там свои представления о том, кто же это финансирует, Инал Хашик. В реальности же мне казалось, что вот этот номер, наверное, будет последний, следующий номер. И целые где-то полгода, наверное, у меня были какие-то накопления, все-таки вот целые полгода я вытягивал, мне было казалось стыдным выпустить несколько номеров, там, издать такой красивый звук и потом сдуться сразу. Газету стали читать, и читатель просто своим пятачком, тогда 5 рублей стоила эта газета, вот этим своим пятаком, он, в общем-то, спас эту газету, и газета до сих пор существует, хотя сейчас совершенно другое время. Тогда, в общем-то, интернет был, но читатель был у газеты именно, у интернета не было, интернет не имел такого развития. И я никогда не жалею о том времени, о том, что я ушел вот так. И я не заработал, в общем-то, таких денег, что ну, обычные деньги там на жизнь. Я в своей профессии зарабатывал. И, кстати говоря, меня никогда Чегемская правда не кормила. Чегемская правда для меня, конечно, была ближе всего. И это мое детище. Я себя всегда хотел уволить, потому что руководитель газеты – это еще же не только редактор, но он еще фактически директор газеты. То есть это ты должен обеспечить зарплату этим людям, там, побегать там по всяким бухгалтерским делам, разобраться с бухгалтерией совместно с главбухом. Ты должен там с типографией там поговорить, если вдруг что там какое-то ЧП произошло в одной типографии, быстренько договориться с другой типографией, чтобы там отпечатали газет. То есть вот
В этом плане я, конечно, мне легче сесть написать там 3 статьи, чем вот где-то побегать. Что-то для меня это всегда очень тяжело. И быть одновременно редактором и быть еще и директором очень сложно. Сейчас, когда уже век бумажных изданий, он фактически подошел к концу, надо, конечно, перестраиваться, но это уже совершенно другие технологии и совершенно другой импульс должен быть. Но вот тогда, когда я начал издавать газету, у меня, в общем-то, были какие-то, я вот весь пессимизм отогнал, и мне казалось, что вот надо вот верить в это. И конечно, я как бы благодарен, эту газету не я один делал, там у меня периодически, очень, вначале был побольше коллектив, сейчас поменьше, но вот и без них я бы, наверное, никогда бы эту газету не сделал бы. И я им всем благодарен. И предмет моей гордости, что ни с одним человеком, который проработал в этой газете, а газете уже больше 13 лет, я не расставался вот так, чтобы я его выгнал или еще что-то. То есть мы всегда расставались, как бы оставаясь в очень хороших отношениях. Я помню, в общем-то, 2004 год, тогда очень у нас как-то вот, это были драматичные выборы, и общество, оно еще вот, наверное, не созрело там к этой демократии. Я еще за несколько лет до этих выборов, там, слово оппозиционер это как ругательство было. Что касается власти, ну, в общем-то, я... При том, что иногда там побеждали люди, которых там, допустим, я поддерживал, но мне вообще легче всегда было дружить, приятельствовать, там, пить кофе там, с оппозиционерами. Ну, как только этот условный оппозиционер становился, то есть уже властью, в общем-то, я практически прекращал с ним кофе пить. То есть в жизни, наверное, происходит наоборот, как только человек приходит к власти, сразу же у него каких-то друзей, но я... В общем-то, мне, по большому счету, от власти всегда мало чего. Ну, вот для себя там что-то ходить, просить, там, я не знаю, ну, как бы, мне как-то пытаюсь справляться со своими силами. И в этом плане, конечно, ну, не хожу я по кабинетам, и нет такой необходимости. Но что касается там вопроса там, отношения власти со СМИ, там, общества, сейчас уже все-таки мы, слава богу, чуть подросли. У нас вот та нетерпимость, которая раньше присутствовала, этого нету, и все понимают, что ну вот газета выходит там, да, ты с ней не согласен, но от этого, в общем-то, это должно быть, да. Раньше, если выходила газета, с которой ты не согласен, твое мнение, то второе, как бы, решение, которое нужно было принять, это надо было обязательно закрыть эту газету. Сейчас даже люди, которые с тобой не согласны, у них вот этой дурацкой мысли там закрыть, перекрыть, слава богу, нет. У нас и был период, когда, в общем-то, не было никаких независимых изданий, ничего не было. Партии не было, никаких организаций оппозиционных не было. Но, в общем-то, счастье не наступило. Да, демократия, это вот Черчилль говорил, это хреновая вещь, да, но вот как бы лучше еще ничего не придумали. И в этом плане, да, сейчас газета от того, что написала, там, назвала, может, вещи какие-то своими именами, там, тебе это не нравится, но там это, может, мало что изменило, да, но так или иначе, в общем-то, без этого тоже никуда. Всем кажется, сейчас надо там тем языке отрубить, надо этим все запретить, туда-сюда. Да, но в реальности, наверное, вот без этой свободы слова не будет никогда внутренней свободы. Если ты, в общем-то, внутренний раб, то ты будешь думать только, собственно, о собственном желудке, о том, как бы вот это вот где-то что-то
свистнуть, украсть, принести, вот здесь загородиться и все остальное. Это вот такая внутренняя ущербность порождается отсутствием вот этой свободы. Да, можно там найти какого-то диктатора там, на какой-то короткий период, выстроить эту систему там, ценой огромных жертв, но так или иначе это не будет вечным. Пока не будет человек свободным, эта страна, это государство не может считаться нормальным. Человек должен быть свободным. Чем больше людей себя чувствуют свободными людьми, тем, в общем-то, больше потенциал этого государства. Я сотрудничал тогда с русской службой BBC, был у них их корреспондентом здесь, в Абхазии, но еще там, допустим, не имел возможности поехать в Англию, так как у меня, в общем-то, паспорта не было. Потом уже получил гражданство и так далее, и появилась возможность выезжать. Я тоже вот как-то думал, ну да, вот сейчас, если б технику там BBC-шную, там, да, вот возможности и так далее. Потом я когда попал на BBC, и я удивился той аппаратуре, которая вот-вот развалится. То есть она была хуже того, чего там, допустим, в тот период было у нас на абхазском радио. Да. Но я видел, как тогда люди работают. То есть это действительно как бы впечатляло. Ну, когда ты видишь там, я не знаю, Юрия Галигорского, который там 30-40 лет работал на BBC, вел передачи там, в котором еженедельно там давал интервью премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, и человека ты видишь, который в общем-то, работает, будучи таким известным и так далее, журналистом работает, как будто бы вот первый день вышел на работу, да, вот так бегает. И ты понимаешь, в общем-то, дело абсолютно не в технике. Если ты пишешь, в общем-то, хорошо, интересно, ты можешь даже и на туалетной бумаге тебя прочтут. И, в общем-то, здесь не важно, как глянец это и не глянец, и тебя запомнят, обязательно запомнят. В этой профессии, в общем-то, все зависит не от технических каких-то фишек, закруток, накруток и так далее. В общем-то, все зависит от тебя, от твоих мозгов, от твоих рук, и тогда от твоей работоспособности и от твоего самолюбия. Просто, наверное, как-то немного акценты все-таки сместились, и у нас вот этот Псачилое озеро Чурбабера, вот это взяло вверх, да, то есть смотришь там на количество людей, которые у нас получают всякие награды, там, ордена Ахтапша, там, звания заслуженные, призаслуженные и так далее. Я не думаю, что, да, это может быть там очень многие, там, которые действительно заслуженные, но при этом это вот какой-то имеет соревновательный подтекст и может быть удовлетворение собственного честолюбия, которое, в общем-то, не сработало. То есть вот в позитивном плане, да, то есть ты, может быть, чего-то не добился, но хочешь какой-то бумажкой объяснить, что, в общем-то, ты сделал для этой страны все. И пока мы вот этим как бы соревнуемся вот в этих как в званиях, наградах и всяких там, я не знаю, там надо обязательно там премию какую-то урвать, надо обязательно там улицу, чтобы тобой при жизни назвали и так далее. Я вот очень часто выезжаю за пределы Абхазии, вижу общество, где давно уже, наверное, всем переболели. То есть ты видишь там у людей, которые там
знаком, там десятки, там сотни, может быть, миллионов долларов, да, живут очень скромно. Фазиль Искандер, да, говорил в свое время, там, бедный человек, там, 40 лет еще себя чувствует, вдруг обогатившийся еще 40 лет себя чувствует нищим, да, и то же самое богатый человек после того, как разорится, еще 40 лет себя чувствует богатым. Это тоже, вот, в общем-то, правильная философия. Возможно, мы должны, наверное, как-то перебеситься. Вот это, ну, может быть, нам нужно как бы несколько поколений, чтобы как-то, в общем-то, в мозгах все это устаканить, чтобы ты не занимал деньги в долг и покупал, там, я не знаю, Хаммер, да, там, и потом не знал, какой бензин туда залить, да. Для нас это, в общем-то, пока такой этап, когда мы еще не выросли из этих маленьких штанишек. Наверное, все это будет. Наверное, все это будет. И нам просто, наверное, не повезло так, что слишком много катаклизмов в один и тот же период случился. О тех вещах, которых я люблю, я могу говорить там часами. Рассказывать о футболе и так далее, это тоже вот как бы, наверное, любимое, оно стало уже некой частью моей профессии, быть там футбольным, да, быть футбольным обозревателем и так далее. Это вот, наверное, то, что я действительно люблю. Тем более я в детстве, если я сейчас в детстве я не мечтал быть журналистом, если честно скажу, что да, и космонавтом тоже не хотел быть, но я когда смотрел футбол, мне хотелось все-таки быть футбольным комментатором. Мне это очень жутко нравилось, да, и когда там слушал Николая Озерова, там Владимира Маслаченко, Владимира Перетурина. И мне хотелось вот быть футбольным комментатором. Вот ты смотришь футбол, еще и комментируешь. И я думал, вот в жизни, наверное, больше удовольствия нет. И к счастью, вот моя мечта как-то даже материализовалась до вот именно той точки, когда мне в детстве о чем мечталось, да, я там вот среди этих перечисленных фамилий назвал там Перетурина, да, и вот, допустим, лет, я не помню сколько, 7-8 назад Владимир Перетурин еще жив был и сюда приезжал, там играла сборная ветеранов Абхазии, со сборной СССР ветеранская играла, и вот я с Владимиром Перетуриным имел честь комментировать этот матч. И то есть я вот эти детские впечатления, детская мечта, она, конечно же, вот в тот момент я был действительно очень счастлив, что вот какая-то материализация ее произошла. Прогнозы я вообще не очень, если честно, люблю. И, ну, фавориты чемпионата, так или иначе, они общеизвестны. И это уже очень много всяких чемпионатов мира было, выигрывают практически одни и те же команды. Ну вот, разве что вот последняя Испания там 8 лет назад выиграла чемпионат и как бы расширила немного эту группу команд сборных, которые выигрывала чемпионат мира, но Испания имела все-таки, в общем-то, очень длительную футбольную историю, культуру. Другие сборные, там и те же сборные Германии, сборные Аргентины, Бразилии, Уругвая, Франции, это вот как бы не расширяли там количество команд, участвующих там в каждом новом чемпионате мира, в общем-то, фавориты те же самые. И мне кажется, в общем-то, нового чемпиона мира, который там в первый раз выигрывает этот мундиаль, в общем-то, не будет. Чемпион будет все тот же, из того же набора команд, которые были раньше.